А он идет, шагает по Москве, прямиком на работу. Ренат Ибрагимов спешит на студию звукозаписи. Эльдар. Здравствуйте, Иван Иванович. Эльдар здесь? Да. Микрофон включен. Звукорежиссер в стадии боевой готовности. Погоди, Оля. Ага. Ты записывай сейчас. Готово? Запись. Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало, как всегда позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу, опять от Идет меня скрупулезная сбежала, работа, оттачивается каждый звук, каждая нота. Сначала артист входит в образ, сказывается многолетняя привычка. Домой по привычке, па-пара-пара-пара-пару-пару-ра, па-па-па-пару-пару-пару-пару-ра. Ведь он так долго работал в опере. Князь Игорь, из «Камилио» из «Кармен», Валентин из «Фауста», Евгений Онегин, Елецкий из «Пиковой дамы». А сегодня он мальчишка, который ночью кое-как продвигается к дому по шпалам, где-то в Зайнище. И я по шпалам, опять по шпалам иду. Домой по привычке, па-па-па-пара-пара-пара-пара. Теперь он москвич, заслуженный, маститый, признанный. У него прекрасный дом в Подмосковье. Место хорошее. Так и не подумаешь, что так рядом с Москвой. Семья, жена и две маленькие дочки. Ренат в прекрасной форме, ведь за городом многое приходится делать самому. О, сейчас пройти можно. На словах он не очень-то и скучает по Казани. В наше время обусловлено тем, что живешь там, где работаешь, там, где есть работа. Но сердцу не прикажешь, иначе с чего бы оно так растревожилось от воспоминаний? Что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну. О любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви немало песен сложено. Я спою. Казань сейчас изменилась очень сильно. Там, в принципе, старой Казани не осталось. Там, где я жил, рос, этой Казани уже нет. По дорожкам, где не раз ходили оба мы. Здесь все уже не так, как было когда-то. Нет той Казани, что он любил. Нет улицы даже, на которой он вырос. Улица Альпинистская. Школа, где я учился, школа сейчас там находится, Министерство финансов, по-моему. С той минуты, как увидел я тебя. Все воспоминания связаны с этим местом, с этими улицами. Светит по-особому. С той минуты, как увидел я. Родился он в 47-м, не в Казани, во Львове, в семье военного. Папа с мамой познакомились еще до Великой Отечественной, но судьба свела их только после победы. Служба есть служба, и в родную Казань Ислам Ибрагимов привез семью только через 5 лет. С 1952 года я фактически жил, рос и в дальнейшем учился, работал в Казани. Заканчивал все время музыкальную школу, художественную школу. И вот он, берег Казанки. Представляете, даже еще и дамбы не было. Мальчишки с утра до вечера плещутся в воде. Вслед им доносится сердитый возглас: «Утонешь? Домой не возвращайся».
Да разве им есть до этого дело? Они плавают, как рыбы. Ходили не только днем, мы после учебы и ходили вечером. Там у нас были... Раньше ведь проще было. Лодки были свободно стояли. Мы залезали в любую лодку, и несколько наших ребят, о которых я говорил, и уезжали, значит, на Казанке на острова, купались, прыгали. Вот, как вы говорите, нам даже больше нравилось просто не купаться никак. Тогда ведь не было такой специальной одежды. А трусики, в трусиках все купались. И даже интересно было снять с себя все и купаться как наяву, просто вот так. Рисковые пацаны рады были показать свою удаль. В том возрасте никто и не думал, какую цену можно за это заплатить. Весной ходили на ледоход, катались на льдинах. Кстати, было очень опасное занятие. До сих пор просто у меня вспоминаю, как меня старший брат мой, Равель, за это дело наказал. Мы очень много проводили время на улице, конечно. Ходили много, дрались, двор на двор дрались между собой. Такие были уличные ребята. Поэтому я, когда поступил уже в общеобразовательную школу, первый класс, меня отец отвел в музыкальную школу, а так как ему рекомендовали меня отдать в музыкальную школу, потому что я в детском саду довольно активно участвовал во всех детских праздниках, пел, играл на инструментах. Они, воспитатели сказали, что надо обязательно в музыкальную школу прийти, потому что, говорит, очень хорошие, говорит, данные есть, музыкальные, и голос, и слух, и ритм, все. Вот таким образом я поступил в музыкальную школу, учился на классе домбра, такой народный инструмент. Почему на домбру пришел? Потому что оказался самый дешевый инструмент, самая дешевая плата была за учебу, а так в то время жизнь была такая непростая, денег в семье не хватало. И это образование на домбре как бы удовлетворяло родителей с финансовой стороны. И не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Стоял Ренат летними днями на старых улицах Казани, писал натуру. Довольно так сильно увлекся живописью. Даже стал думать о том, чтобы поступить, может быть, или в училище художественное, или в архитектурное отделение строительного института. Начал ходить на подготовительные курсы. Ну и здесь как бы мою роль сыграл мой двоюродный брат Рафаэль Беляев, композитор. Он в то время учился в аспирантуре консерватории. Он заканчивал в консерватории факультет композиторский и фортепианный. Одновременно два факультета закончил, потом на отлично. И он меня повел в консерваторию. Мы с ним подготовили несколько произведений. Он мне их скомпонировал, я их на вокальной кафедре прослушался, и мне рекомендовали поступать в консерваторию на вокальное отделение. Настоящую славу Ибрагимову принесли его концерты. Он стал народным артистом ТАССР в 31 год. Неслыханная для тех времен карьера. А через 3 года уже звание народного артиста РСФСР. Дело в том, что я всегда был увлечен песней. И учась в консерватории, я все равно продолжал заниматься, петь, участвовать в конкурсах всевозможных. Меня даже исключали из консерватории одно время. Был исключен на 1 месяц, но опять восстановили, правда, именно за то, что я продолжал участвовать в этих песенных конкурсах. Потому что песня, она всегда меня притягивала своей демократичностью, своей подвижностью, актуальностью своей. Кыш булып сайрап кына, тала ике бүрәге, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Мы часто ходили в баню. 3-я баня вот на улице Большая Красная Лобачевского. Ну вот, и мы с ним договаривались.
приходили туда. Вот где-то был 67-й, там год, 68-й. Приходили в баню. Он уже с детских лет имел необычайный такой интерес к банному искусству. Он отличался от всех нас тем, что прежде чем начинать мыться, представляете, общественной бани, он приходил, мыл тщательно все это очищал, там, проветривал. И потом мы, значит, начинали париться, мыться, распивали чаи. И самое интересное, самое прекрасное было то, что когда народ уже потихоньку рассасывался, мы сидели допоздна, и он начинал петь. Я помню, это в бане, это был восторг, понимаете, это необычайно. Когда он пел какой-нибудь романс или татарскую песню, вот мне очень нравится, там «Ой, балабалом» он пел, там «Адриатическое море». Это, я хоть русский человек, не понимаю много в татарском языке, не все знаю, но вот, именно его голос, это как вот серебряные лучей, там, льется с горы откуда-то, необычайно такое было ощущение уже в том начале его пути, когда он только начинал учиться еще. Ай, бэлэ-бэлэ, ай, бэлэ-бэлэ, ой, дили-де коллада. Ай, бэлэ-бэлэ, ай, бэлэ-бэлэ, ой, дили-де коллада. Dalmalı oltağı üzele üzek, jırlata da yılata. Dalmalı oltağı üzele üzek, jırlata da yılata. Как правильно выбрать страховую компанию и вовремя получить выплату? Где получить бесплатную консультацию по страховым вопросам? Об этом и многом другом мы расскажем в программе «Страхование сегодня». Каждую субботу в 21:15 на канале «Новый век». Он вернулся в мир живых вопреки всему. Чего ты боишься? Твоего прошлого. У его трагедии есть имена и лица. Прошлое похоронено. Половина на кладбище в Москве, другая в Марокко. Монте-Кристо. По будням. Мы очень долгое время ездили отдыхать на Кипр. И когда у Рената была возможность приезжать с гастроли отдыхать, у нас была там очень любимая таверна на берегу моря. И мы, естественно, дружили с хозяином таверны. И очень долгое время ходили туда. И этот хозяин, он не знал, что Ренат вообще такой популярный артист в России. И как-то в один из приездов Ренат привез ему диск, подарил. И он с удивлением посмотрел на него, говорит: вы разве, говорит, певец, вы разве артист? Ренат говорит: ну да, как-нибудь на досуге послушайте. Он говорит: а можно я сейчас поставлю этот диск? Он говорит: ну пожалуйста. А таверна была полной, там в основном как бы англичане сидели, отдыхали. И вот только прозвучали первые аккорды, значит, первая песня закончилась, он подбегает к Ренату в таким восторгом и говорит: неужели это ты поешь? Они как бы там на «ты» обращаются. Он говорит: ну да, это я пою. И вот Ренат как-то тут вот тоже, вы знаете, он никогда себе не позволяет на отдыхе или в гостях где-то петь. Он обычно как бы сидит так, спокойно отдыхает. А тут вот у него, видимо, какой-то такой настрой был. Он завел эту всю публику. Публика кричала в восторге: бис, браво. Они там все вместе танцевали. Это был просто какой-то фурор. Вот такие у нас. Они его назвали российским Карузо. Но вернемся в удивительно теплый дом в Подмосковье. Здесь все пропитано музыкой. Вот дочка Рената, 3-летняя Асылбеке, маленькая соловушка, уже импровизирует на фортепиано. Пьесу, собственно, сочинение играет она. Аиша очень любит танцевать, но сейчас она капризничает. Не мудрено, ведь ей еще и года нет. Спать
только спать. Малышку уложили, и вся большая семья собралась за чаем. И ты всегда идет одной тропой. Баба, это жила. Теля на свете все и неудачи, и удачи счастлив тот, ком это чудо из чудес живет, кто может сам уже давно седым, остаться вечно молодым, как бабай. Музыка здесь повсюду. Вот большой плюшевый медведь на кухне. Любимец малышек. Еще бы. Он поет, как папа. А Слабика, как и все малыши, любит сладкое. Ну а что же любит наш герой? Каким светом звезды светят дома? И, внимание, откровение Светланы. Дома Рената не звезда, обыкновенный человек. Порой даже забываешься, кто у тебя муж. Ну, Ренат вообще очень любит покушать. В основном, конечно, у него в его приоритетах украинская еда. Потому что он вырос во Львове, родился на Украине. Любит очень вареники с творогом, просто обожает. Ну, теперь я тоже научилась готовить по рецепту его мамы. Большие украинские вареники. И все-таки старая мечта об архитекторском факультете сказывается до сих пор. Вот его дом. По мнению хозяина, он пока несовершенен. Надо достраивать и даже перестраивать, проектировать. Вообще, это называется на английский манер, на американский, living room. Комната жизни. То есть там, где проходит вся жизнь, это все там. Там и кушают, там общаются, там отдыхают, там и готовят, все. Living room. Поэтому она должна быть большой обязательно. Чтобы там все как бы зоны должны быть. Здесь у нас тоже небольшая, в принципе. Это обычная кухня, как у столова. А вообще она делается большая. Вот я буду делать здесь, перестраивать буду. Это дом такой, он же летний дом. Мы здесь еще живем. Первый год мы зимой живем здесь. До этого нельзя здесь было жить, потому что он не рассчитан был на зиму. Мы его за год утеплили, снаружи утеплили, изнутри утеплили. Ну, первую зиму здесь начали, зимой. А на следующий лето будут переделки большие здесь. И буду делать большую living room. Ренат Исламович – рачительный хозяин. Он сам убирает снег во дворе. Крышку берем здесь. Да. Да. Вот там где? Ренат радеет о своем небольшом, но шумном хозяйстве. Козы, перепелки, кролики, куры. Забот не в проворот. Еще маленький, ему 10 дней. Еще 10 дней нет. Надо земля. Поет петух. Кыря, пойдем. Вот речка у нас здесь. Где речка, там и банька, но пока строится. Он каждый день гуляет здесь с семьей, дурачатся, ведут себя как маленькие.
Но сразу видно, они очень любят друг друга и мир, который их окружает. Всегда не устаешь удивляться его такому настрою. Вот он радуется каждому дню. Просто иногда смотришь, метель, буран, дождь идет. А Ренат всегда говорит: ой, какая прекрасная погода. Это же нам все Бог дал. Это вот каждым днем надо просто радоваться. Ежедневно он идет, шагает по Москве. И вспоминает Казань. Казань его детства. Вот и сердце постоянно растревожено. Қауыштырды Мәскеу Қазан арасы. Dünya boylar seni oylar, indi күкмен yıldızdı. Bebedime bir gebek Tataristan poyizdi. Gibi şabağımı Kürtme oldu barası. Şir şikilli kıska iken Kazan Meskev arası. Arası. Dünya buylar seni duylar, indi kükmen yıldızdı. Bebedime İlde gebek Tataristan poyizdi. Бывает так. Природа один раз в 100 лет превзойдет саму себя. Вдруг явит миру богатыря, наделив его такими талантами, которые по плечу разве что целой дюжине. Под редкой татарской фамилией Урманче встретились в одном лице живописец, график, декоратор, столяр, резчик, скульптор, поэт, певец, музыкант, энциклопедист, полиглот, учитель. Про таких говорят: родился с Божьей меткой на лбу. Бакир Урманче прожил долгую интересную жизнь. Из 93,5 лет земного пути 70 были посвящены искусству. Путь земной упирается в небо, но след его читается на земле. Так говорили древние.
Если перелистать прошлый век, как учебник истории, то многие знаменитые фигуры и события были бы знакомы урманче не понаслышке. Он видел самого Тукая, беседовал с Галимжаном Ибрагимовым, встречался с Фешиным, слушал вблизи Маяковского и Велимира Хлебникова. Ему преподавали легендарные Родченко и Кончаловский. В 16-м Урманче был мобилизован в царскую армию, февральскую революцию встретил в Коканде, бежал от белочехов, захвативших Казань, пережил разруху, голод, гражданскую войну, обучался в знаменитом Вхутымасе, много путешествовал по стране и не только по своей воле. Его арестовали 13 августа 29 года прямо в мастерской. Все это было неожиданно и страшно. В один миг исчезли приметы прежней жизни, запахи масляных красок, цветов, купленных для натюрморта. Жизнь в раз посерела, будто бы кто-то смыл яркие краски с холста. Обычное дело по тем временам, так и не предъявив никакого обвинения, его приговорили к 5 годам заключения с местом отбытия срока на Соловках. Но, видно, под счастливой звездой родился художник. В лагере его определили на работу в питомник, подкорму чернобурых лисиц и кроликов. Зверькам, в отличие от людей, полагались твердые рационы. Кое-что перепадало и зэкам. Витамины, овощи, мясо. Получилось, как в сказке. Лисицы и кролики спасли баки Урманче. Позднее, когда он сотрудничал в газете «Голос Перековки», даже появилась невероятная возможность рисовать. Помимо наглядной агитации, Урманче рисовал и для себя. К сожалению, все рисунки были утрачены, и нам остается только догадываться, какие вольные видения посещали художника, и что он видел, глядя в окно барака, какие яркие краски растапливали снега Соловков. Вот это место, где мы сейчас стоим, это священное место
для татарского народа. Вот здесь рядом кладбище, где похоронены родители Баки Идрисовича Урманче. И мы сюда частенько из Казани наезжали. Он приезжал в деревню Казма, рядом к моим родителям, в дом моих родителей. И мы каждый раз, конечно, приходили сюда, в эту деревню. Однажды зимой мы приехали, и почему-то ему захотелось поклониться над могилой своих родителей. Мы запрягли жеребца, приехали, буран был страшный, и вот заехали со стороны поля к кладбищу, и он знал, вот на этом месте примерно должны быть могилы моих родителей, снял с себя тулуп, послал на снег, встал на колени и начал молиться. И вот это мне очень-очень запомнилось, очень меня тронуло. Я после написал большое стихотворение, балладу, которое называется «Баки Урманче», и который заканчивается словами: «Ты стоял посреди снежных равнин, посередине бурана, как пророк своего Отечества». В детстве, в молодости человек редко думает о своей родине. А когда уже у него накапливается опыт, он все чаще и чаще вспоминает родную землю. И я полагаю, вот та первая капля крови, которая упала с пупка новорожденного человека, она, очевидно, всегда притягивает и с годами приобретает философский смысл. И поэтому Родина всегда вдохновляет художника. Большой бревенчатый дом, что некогда возвышался напротив сельской мечети в деревне Куль-Черкен, знали хорошо. Он радовал глаз своей ладностью, добротностью снаружи и опрятностью внутри. Витиеватые шамаили, ярко вышитые полотенца. Здесь было много привезенных из Бухары рукописных книг и редких старинных вещей. Дом принадлежал Мугалиму, учителю приходской школы Идрису Аге. Здесь 23 февраля 1897 года и родился Баки Урманче, третий ребенок в большой многодетной семье Мугалима. Маленький Баки необычайно остро чувствовал красоту окружающего мира. Рассказывают, что во время игры со сверстниками он мог неожиданно забыться, всматриваясь в проплывающее облако, замереть над цветком или застыть под парящим мостом радуги. И тогда его уже было не докричаться.